28 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,75 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91, 34 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,75, 92 до 11,95 сомони, 1 российский рубль от 0,1420 до 0,1450 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после роста в предыдущий день более чем на 4%. Цена на нефть марки Brent составила $77.38 за баррель, марки ВТИ $72.73 за баррель. Стоимость золота слабо растет во вторник утром после падения цены этого активоубежища накануне, произошедшего за счет успокоения на финансовых рынках, и составляет $1977.90 за тройскую унцию. Министерство транспорта Таджикистана договорилось с китайской компанией China Road and Bridge Corporation о строительстве дороги и мостов на территории Горно-Бадахшанского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства страны. Договоренность подписана накануне 27 марта в Душанбе в рамках 4-го этапа проекта улучшения региональных путей сообщения в Центральной Азии. Китайская компания обязалась построить мост в Хароге через реку Гунд протяженностью 200 метров, а также прилегающую к нему дороги протяженностью 1,1 километра. Кроме того, договоренность предполагает прокладку 3-4 километров автодороги через территорию села Брасем Шунгданского района, строительство на участке дороги Харок-Мургаб противолавинных галерей и моста. В Минтрансе сообщают, что общий бюджет проекта составляет $31,2 миллиона, а срок реализации 30 месяцев со дня начала строительных работ. Надзор за выполнением вышеуказанных работ возлагается на руководство Министерства транспорта, группу реализации проекта при Министерстве и совместную консалтинговую компанию Isan Corporation плюс ТО М50 Consulting Group LLP. Евразийский банк развития представил на конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке 5 мер, которые позволят решить проблему регулирования водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Мы твердо убеждены, что проблема регионального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий, сказал об этом руководитель дирекции устойчивого развития ЯБР Альбрет Конрад, выступая на конференции. Мы должны решать ее в контексте региона в целом. По его мнению, водно-энергетические ресурсы составляют основу регионального сотрудничества. Региональная водно-энергетическая организация, а также многосторонние финансовые организации могли бы совместно выступить в этом процессе, считает Конрад. Он предложил меры, которые поспособствуют решению водно-энергетических проблем в регионе. Альбрет Конрад отметил, что все эти предложения прошли экспертную оценку и обсуждение с соответствующими государственными органами большинства стран Центральной Азии в рамках рабочих встреч. В будущем на базе консорциума может возникнуть целая экосистема организации. Например, создан Международный центр исследования водно-энергетического комплекса, сказал он. Конрад полагает, что совместное регулирование водопользования укрепит экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в Центральной Азии и может ускорить становление единого энергетического рынка в регионе. По данным экспертов, долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, сообщает ТАСС. Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, и ее может ждать потерянное десятилетие. Такие предупреждения содержатся в обнародованном в понедельник докладе Всемирного банка. Как подчеркивают его авторы, почти все экономические силы, обеспечивавшие прогресс и процветание на протяжении 3 последних десятилетий, выдыхаются. Как следствие, ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, до 2,2% в год.
Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким – 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия. Эти падения оказались бы намного более серьезными в случае глобального финансового кризиса или рецессии, пишут специалисты Всемирного банка. Казахстан начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций. С 1 апреля в Казахстане заработает система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, которая позволит в режиме реального времени отследовать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, не допуская обхода санкций против России. Об этом пишут Financial Times и Евросетнест со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году экспорт в Россию вырос на 25% по сравнению с показателями 2021 года. В частности, количество стиральных машин, ввезенных из Казахстана в Россию, выросло с нулевого в 2021 до 100 тысяч годом позднее, указывает Financial Times. Евросетнет пишет, что в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тысяч, но уже в 2022 году этот показатель подскочил до $3,7 миллионов.